Возвращаясь к посланию президента Владимира Путина, еще бы раз отметил тщательную проработку всех инициатив и заявленных проектов. Конечно, это результат колоссальной предварительной работы, прежде всего с правительством. Но и результат многих поездок Владимира Путина в регионы, встреч с губернаторами, жителями, предпринимателями, студентами, рабочими, спортсменами. В этой связи вспоминается крайне насыщенный и продуктивный недавний двухдневный визит президента в Казань и его участие в церемонии открытия игр будущего. Ни на секунду не сомневаюсь, что многие идеи, впечатления, полученные здесь, в Татарстане, легли в основу каких-то предложений и программ, озвученных как в этом послании, так и в будущих инициативах президента. А сами игры будущего уже вошли в историю. И эта неделя стала не менее яркой, насыщенной, запоминающейся. В этот раз фокус сместился в сторону цифровой реальности, хоть и с элементами физического спорта. Спортсмены на этой неделе соревновались в лазертаге, фиджитал, скейтбординге, BMX фристайле – это трюки на велосипедах. За первые 7 дней трансляции на разных площадках игры будущего посмотрели более 1 миллиарда человек. Россия и Татарстан стали точкой притяжения для многих европейских и западных стран. Что уж говорить, некоторые иностранные участники впервые в жизни увидели снег. Многие собираются вернуться сюда в качестве туристов. Кто-то даже начал учить язык. На этом фоне не сильно важно, кто победил в квалификациях, наши или другие. Дело в том, что на играх будущего нет никаких наших или иных. И даже спортивные достижения здесь уходят на второй план. Диляра Юсупова подробнее о победах и поражениях и о том, почему игры будущего вышли за пределы просто игры. Маркеры этой недели – цифровые технологии. Фокус на фиджитал-часть. Если на самом старте мы привыкали к синтезу классики и виртуальности, то к середине соревнований организаторы решили: ну что, подготовились, а теперь на сцене новая реальность. Запускайте дроны. Человек за дронами, конечно, есть. Компьютерному интеллекту все еще нужна человеческая интуиция. Тут важна каждая миллисекунда, как и в настоящей Формуле-1. Быстрота мышления, ловкость рук. Невероятная скорость, гоночный круг прямо в воздухе, сложнейшая полоса препятствий. Пилоты показывают, кто на что способен. You have to use your skills, but most important is that you have to use your brain. Это очень важно использовать в этой компетенции мозг. Здесь важна сила ума. Ты должен просчитывать возможные ситуации и возможную опасность. У тебя нет возможности потерять время, иначе ты проиграешь. Тут важна каждая секунда. Наши чуть позади зарубежных спортсменов. Для России увлечение таким спортом пока еще не профессия. То ли дело азиаты. Вот уж кто с пеленок привык к кибервселенной. В России он только постепенно приходит к тому, чтобы стать профессиональным. Вот ребята из Кореи, они этим профессионально занимаются, зарабатывают на это и очень хорошо. Каждый человек в этой комнате может лететь в темпе, который нужен, чтобы победить. И нужно только понять, какой должен быть этот темп. И это был пророческий комментарий. Южнокорейская команда в этой компетенции забирает золото. А мы отправляемся в еще одну постреальность. Финала этой битвы ждали все зрители игр. На ринге 100-килограммовые машины, они развивают скорость до 20 км в час. Вот так мы и дожили до времени, когда роботы будут выяснять, кто быстрее, выше, сильнее. Я смотрю впервые, мне очень нравится, очень эффектно. Это действительно уровень для Казани. Приехали, на самом деле, сюда, с далекого города, Самарской области, для того, чтобы посмотреть это мероприятие. Все очень классно, все нравится. Команды из Индии зубами выгрызают победу, прижимая робота так, что искры и не только из глаз. Наш робот очень быстрый, а главное, что его невозможно остановить, перевернув. Собирали его больше года. А теперь о близком к телу, понятном спорте. Никто и подумать не мог, что скейтбординг окажется настолько зрелищным. Юные болельщицы шлют воздушные поцелуи и нарисованные сердечки. Правда, всем. За кого болеть, так и не определились, названия команд не запомнили. Но разве это помеха для любви? Мы за всех. Мы всех любим. Да. Начинать будет поддерживаем. Флаг. Сейчас кто больше нравится? Парни, Латина, как 5 минут раскататься. Да. Я не помню название. Они тут как будто самые сильные. Предмет обожания школьниц – участник из Латинской Америки. Он не просто сумел повторить все самые сложные трюки на площадке, он пританцовывал, кричал и даже в интервью не мог устоять на месте.
Я латинос, мы так живем, мы наслаждаемся утром, завтракаем, мы танцуем от этой жизни. Мы очень дружны здесь все, скейтбординг — это одна большая семья, мы вместе живем, мы вместе обедаем, мы часть одного большого спорта. Наши ребята в этой компетенции оказались чуть позади остальных. Все-таки скейт не самый привычный атрибут снежной России. Однако российской команде все же удалось попасть в полуфинал, но не без трудностей. Вообще было очень стрёмно, потому что я недавно вообще не умел играть. Мне сегодня не пришлось, но завтра по-любому придется, послезавтра. Вот, и 2 месяца назад где-то мы начали собираться просто все вместе. Вот у нас есть тиммейт, который играет круто. Вот он нас всех научил играть просто за 2 месяца. Но это что-то свежее, что-то новое, такого никогда не было. Такой масштаб, столько зрителей, такой призовой фонд. Не знаю, я очень много эмоций уже испытал. Багажная лента с чемоданами. Дизайнеры хотели изобразить аэропорт будущего, и это своего рода символ. Спортивные препятствия не преграда к дружбе. Прямо на глазах стираются все границы и недопонимания. Участники из Новой Зеландии впервые увидели снег. Другие планируют обязательно вернуться просто так. Многие люди считают противоречивым решение приезжать сюда, но с другой стороны, я отделяю политические темы от скейтбординга. Для меня это 2 разные вещи. У меня много друзей и в России, и по всему миру. И здесь, в Казани, я рад видеть их всех вместе. Я отделяю политику, я сосредоточен на спорте. Вот этот экстравагантный парень снег, конечно, видел, хоть и не в таком количестве. Прямиком из Токио. Прекрасно говорит по-русски, уже хочет остаться. Россияне, как оказалось, открыты и душой, и сердцем, хоть с виду и не скажешь. Мне кажется, русские, они более открыты и еще, не знаю, кажется, добрее, когда мы дружим, когда у нас есть близкие отношения. В России, просто они, ты круто одеваешься или что-то, комплимент. Они прямо, четко, прямо, как сказать это, в прямом, они говорят, не стесняются, да, вот, это мне очень нравится, открытый более. Еще один русскоговорящий из Бразилии, сегодня ему не улыбнулась удача. В составе смешанной команды европейцев они проиграли групповой этап в компетенции BMX фристайл. Проиграли нашим ребятам из России. Вот так выглядят победители. Проигравшим не хватило немного ловкости и толики куража. Все по плану, начал кататься, сделал все трюки, которые хотел делать. Все получилось прекрасно. Были моменты, когда мой соперник пытался повторить мой трюк, но у него не получилось так, как должно было быть. И все-таки я не понимаю, почему. Бывает. Судья взяли зачет. Первый раз, когда мне звонили, сказали, мы тебя пригласим на наш на Games Future, что будет такой формат, что мы будем совместить реальной жизни в игре. И я реально так можно. Вначале мы максимально весело проводили время, но в моменте, когда мы доиграли в диджитал истории, мы перешли в реальную жизнь, где мы профессионалы своего дела. И вот там уже реально переживали, потому что мы отставали на одно очко, получается, и пытались догнать. И вот в последней стрит-сессии все изменилось. Я очень рад. Вот и закончились игры, но не закончилась дружба. Много радости и немного грусти. И все еще долго будут вспоминать, что где-то в большой холодной России и красочной Казани ожил мир компьютерных игр. Мир фиджитал. Для большинства слово пока новое, но последователи уже есть. Диляра Юсупова, Роман Безменов, Булат Абдульманов, 7 дней.